5 мая, четверг. Саша из Уссурийска позвонил Каилане, сообщил, что письма он получает, посылки получает, отвечает на письма в понедельник. Это день, когда пациентам разрешено в сумасшедшем доме писать письма. Ну, потом, видимо, их собирают и отвозят на почту. Ну, режим такой. Режим сумасшедшего дома. Во время звонка Саша, конечно же, всем сказал спасибо, всем. Он назвал буквально несколько человек, которые только что вот пришли ему письма. Ну, там мое пришло письмо, Маргариты пришло, Айхала пришло письмо, Тайтыка пришло письмо. В общем, назвал несколько человек. Ну и сказал, что если в понедельник не успевает ответить, он все равно ответит, только чуть попозже. Передачу приносят. То есть жизнь как бы в сумасшедшем доме в Уссурийске наладилась. Ну и Саша признался, что разговор этот слушают врачи, и все под контролем. Но радио есть, и поэтому он в курсе событий. Больше он эту тему не развивал. Слушает он плеер. Вы знаете, в конце видео Александр с Белого моря, тоже Саша с Белого моря, моего возраста мужчина, хотел подарить ему тепло души, Саша, в Уссурийск с Белого моря. Хотел подарить тепло души и сыграл песню на гитаре. Это вальс такой, очень простой. Ну, как смог, так сыграл. Ну, главное, что это был душевный подарок. Я это поставлю, там 2 минуты, может, послушайте. Чувствуется, что этот дядечка, гражданин, сторонник и просто хороший человек хочет Саше что-то теплое как бы передать музыкально. Услышит ли Саша этот вальс, я не знаю, но я думаю, обязательно когда-нибудь услышит. Потому что и в письме я ему написал, я уверен в этом, что обязательно мы встретимся. И тогда поговорим, и тогда послушаем вальсы. И может быть это будет уже в 6 часов вечера после войны. Может быть. Из новостей примерно этой темы скажу так, что в Канаде издательство предложило вот такой вариант издания книги о Саше, о его походе. Здесь, в этой книге, как бы, ну, это летопись похода. Если кто-то интересуется мыслями, высказываниями, документами, связанными с походом Александра Габышева, то в этой книге все есть, это летопись. Для того, чтобы понять, и для того, чтобы о многом Сашу сейчас не спрашивать, и многих ответов от него сейчас не ждать, учитывая ту ситуацию, в которой он находится. Иногда лучше просто послушать вальс.
испортил в самом конце. В середине были запинки, а что поделать, пальцы уже не те, не так чувствуют.